Sağ ol. Saygılı misafirler, saygılı делегаттар. В этом году в России отмечается 70 лет победы над Германией. По всему государству прошли масса мероприятий, важных, интересных. Хочу вам сообщить, что завтра, 15 ноября, мы совместно с Шахматной Федерацией Крыма проводим турнир по шахматам, посвященный опять дважды герою Амитхану Султанову и герою России Алиме Бинановой. Как известно, Алиме присвоили героя в прошлом году указом президента Путина. 70 лет ее героические поступки не признавались. Алиме Бинанова училась в Ленинском районе, деревня Джермай-Качи. Если мы сейчас посмотрим на карту Крыма, мы там такую деревню не обнаружим. Потому что через 2 месяца после того, как эту героиню расстрелял гестапо, весь ее народ был выслан. И все тысячи и тысячи сел и городов с крымско-татарским названием были переименованы, чтобы в Крыму не осталось и следа от нашего народа. А ведь каждое село, каждый город дал десятки и сотни героев, которые положили жизнь во имя победы. Здесь сообщалось, что указом президента Путина наш народ реабилитирован. Но мы хотели бы видеть полную реабилитацию. Ведь никто не отменял закон о реабилитации 1991 года. Там написано, что репрессированные народы имеют право на возвращение своей топонимики. До сих пор этого не происходит. Говорят, работает какая-то комиссия. Правда, с неопределенным статусом и непонятными полномочиями. А нам бы хотелось, чтобы это все производилось на совершенно законных основаниях, хотя бы на основании постановления Госсовета Крыма, хотя бы так. И мы хотели бы видеть, как все наши города и села будут возвращены на татарское наименование. Наш народ никогда не забудет ни Корбека, ни Сарабуза, ни Ускут и так дальше, и так дальше. Спасибо за внимание.